إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله, верующие рабы Аллаха, все мы с вами знаем, что опорой религии является намаз, молитва, ас-саля. Мы знаем с вами, что намаз из главных критериев, которые отличают верующего человека от неверующего. Мы знаем с вами, что намаз – это то деяние, за которое Аллах спросит у нас отчет первый. Первое деяние, за которое Аллах Субхану ва Тааля потребует у нас отчета в судный день. Мы все знаем с вами об этом, но мы забываем об одной вещи, которая является духом этого великого поклонения, самого великого из поклонений, которая является сутью этого поклонения. Эта вещь для намаза, она как дух для тела. Как тело без духа бывает безжизненным, вот так же намаз без этой вещи, он становится безжизненным, он мертвый. Он теряет свое назначение, он теряет свою ценность. Хушур, смирение. Об этом мы с вами поговорим сегодня. О рабы Аллаха, это и есть тема нашей хутбы. Что такое аль-хушур? Что такое аль-хушур? Аль-хушур – это тазаллюль кальб. Ли'аллямиль гуюб – это раболепное смирение сердца перед тем, кто знает все сокровенное. Это когда сердце пребывает перед своим Господом покорным, в повиновении, в кротости, в безропотности. Когда сердце полностью устремлено к своему владыке, оно проникнуто страхом и трепетом, благоговением перед ним. Вот это вот аль-хушур. Имам Аль-Аузаи, его спросили, рахимахуллаху та'аля, аль-хушур, о смирении, что это такое в намазе, аль-хушур, и он сказал, гаддуль басар, ва хафдуль джанах, ва линуль кальб. Это опускание взора, это кротость и это мягкость в сердце во время совершения намаза человеком. Аль-хушур, смирение в намазе. Аллах Субхану ва Тааля в Коране побуждает нас с вами к этому. Говорит Всевышний: «Алям я'ани лиллазина аману ан тахша кулубухум ли зикрилля». Разве не настало время для тех, которые уверовали, чтобы смирились их сердца перед поминанием Аллаха? И Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, что это залог счастья, вот это вот смирение в намазе, и что это признак веры. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Кад афлахаль му'минун, аллазина хум фи салатихим хаши'ун». Счастливы верующие, которые в намазах своих смиренны. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннани ана Аллаху, ла илляха илля ана фа'будни, ва акимис салата ли зикри». Поистине я есть Аллах, и нет истинного Бога, кроме меня. Фа'будни, так поклоняйся же мне. И выстаивай намаз наилучшим образом в поминание мое. Посмотрите, Аллах приказывает нам аль-хушу, приказывает нам смирение. Это ваджиб, это обязательно в намазе. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя такун мин аль-гафилин». Не будь из беспечных. Аллах запрещает нам вот эту беспечность и нерадивость в намазах, в молитвах наших. То есть это харам. Это причина, почему не принимаются наши молитвы, не принимаются наши намазы. Пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал: «Инна Аллах ла якбалу дуа мин кальбин гафилин лахин». Поистине Аллах не принимает дуа, не принимает мольбу, а намаз это основная его часть, это дуа, это дуа, это обращение к Аллаху Субхану ва Тааля. Так вот, Аллах не принимает дуа от сердца беспечного, нерадивого, отвлекающегося. Где смирение? О рабы Аллаха, место его, место смирения вот здесь, в сердце. Пророк, алейхиссалату вассалам, поэтому сказал: «Ат-таква хагуна», богобоязненность вот здесь. «Ат-таква хагуна», и показал 3 раза на свое сердце, показал на грудь 3 раза.
И Катада, рахималлаху та'аля, он тоже сказал про хушу, он сказал, хушу, место его это сердце. А если в сердце есть хушу, вот тогда это хушу выплескивается у человека наружу и проявляется, отражается на поведении его органов. И органы тогда становятся смиренными. Вот настоящее хушу, это когда вот здесь в сердце у тебя смирение перед Аллахом во время намаза, и проявляется оно потом в смиренности твоих органов. А если тело смиренное, но здесь нет хушу, здесь нет смирения, и сердце твое гуляет из одной долины в другую в это время намаза, то это не хушу. Это хушу лицемеров. Это лицемерное смирение. Поэтому Хузейфа, ради Аллаху та'аля, один из подвижников пророка, алейхиссалату вассалам, он сказал, «Иякум ва хушу'ан нифак». Предостерегаю вас от смирения лицемерия, лицемерного смирения. Его спросили, а как это так? Что это значит, лицемерное смирение? Он сказал, «Антараль джасада хаши'ан, валь кальбу лейса бихаши». Когда ты видишь, что тело смиренно, но в сердце нет смирения. Сердце не смиренно. Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху та'аля, увидел как-то раз человека, который опустил голову, склонил свою шею в намазе. Так делают некоторые из людей. Это ошибка. Склоняют голову так вот низко и стоят в намазах. Нет, да, мы смотрим, конечно же, на место суджуда, опускаем взор, но вот так вот склонять свои шеи. Умар ибн Хаттаб увидел такого человека, который вот так вот опустил свою шею в намазе. Он сказал, «Я сахиба ракаба». О, обладатель шеи этой, «Эрфа ракабатак», подними свою шею. «Лейса аль-хушу'а фир-рикаб, иннама аль-хушу'а фил-кулуб». Хушу не в шеях, хушу в сердцах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из его хадисов сказано, «Инна Аллаха амракум бис-саля, фаиза саллейтум фаля тальтафиту, фаинна Аллах янсибу ваджхаху ли ваджхи абдихи фи саляти ма лам яльтафит». Поистине Аллах приказал вам намаз. Когда вы совершаете намаз, то Аллах устанавливает лик свой против лика, против лица раба своего, пока этот раб не отвернется, пока он не станет совершать повороты, пока он не станет отвлекаться. И я предостерегаю вас, в первую очередь себя, а потом вас, предостерегаю от этой вещи ильтифат фиссаля. Ильтифат, то есть повороты в намазах. И знаете, что повороты в намазах бывают двух видов. Первое – это поворот головы или тела, когда человек вращает головой то направо, то налево, как лиса. Или глазами вращает, смотрит то туда, то сюда, то направо, то в сторону, то вверх, то вниз. Это первое. А второй ильтифат, повороты в намазе – это повороты сердца. Когда сердце не устремлено к Аллаху субхану ва тааля, когда оно поворачивается то вправо, то влево, устремляется то в одно место, то в другое, когда мысли человека не сосредоточены на поклонении Аллаху субхану ва тааля, так вот знаете, что Аллах субхану ва тааля, Он обращен к тебе. Аллах обращает свой лик к тебе во время намаза. До тех пор, пока ты обращен сердцем к намазу. До этого времени Аллах субхану ва тааля обращен к тебе. А если ты начинаешь вращаться взором или сердцем, то тогда Аллах субхану ва тааля отворачивается от тебя. Пророк, алейхиссалату вассалям, спросили про человека, который вот так вот вращается в намазе, про повороты в намазе. Что это такое? Он сказал, ихтиляс. Это кража. Это кража. Яхтарису шейтан мин салат аль-абд. То, что ворует шейтан из намаза раба. Субханаллах. Чем больше ты будешь вращаться своим сердцем, отворачиваться своим сердцем, тем больше шейтан сворует из твоего намаза. И передано в одном из преданий, что говорит Аллах, «Иля хайрин минни», отворачиваешься к чему-то, что лучше, чем я. Отворачиваешься к чему-то, что лучше, чем я. Человек, который вот так вот отворачивает свой взор
или отворачивают свое сердце в намазе, чтобы он понял опасность того, что он делает. Приводят ученые такую притчу. Пример. Если вызовет тебя царь, властелин, могущественный, и поставит тебя перед собой, и начнет к тебе обращаться, говорить тебе что-то, и если в это время начнешь ты поворачиваться направо и налево, или когда он к тебе обращается, ты будешь думать о чем-то своем или вспоминать о чем-то, как ты думаешь, что будет с тобой, как поступит с тобой этот царь. Минимум, ты уйдешь оттуда, разгневав этого царя. Ты падешь в его глазах, ты станешь для него ненавистным. Это минимум. Вот такой человек, который так совершает молитву, разве он сравнится с человеком, который совершает молитву, устремившись полностью своим сердцем к Аллаху Субханаху ва Тааля, который чувствует величие того, перед кем он стоит. Человек, сердце которого полно благоговения перед Аллахом Субханаху ва Тааля во время намаза. Вот разве сравнятся эти два человека? Между ними расстояние, как между небом и землей. Поэтому одного из предшественников, Хасан ибн Атия, учитель имама Аль-Аузаи, он сказал, бывает так, два человека совершают один и тот же намаз, вместе они стоят. Но между ними расстояние, как между небом и землей в достоинстве их намазов, как между небом и землей, потому что один из них устремлен своим сердцем полностью к Аллаху Субханаху ва Тааля, а второй беспечный и нерадивый и отвлекающийся. Если ты просто с человеком разговариваешь, если ты отвлекаешься, если ты думаешь о другом, представь, какая будет преграда между тобой и этим человеком. Разве возможно сблизиться с этим человеком, получить его расположение? Нет, невозможно. А что тогда говорить о великом Создателе, об Аллахе Субханаху ва Тааля? И если вот так встает человек перед Создателем, перед Творцом, а между ним и Творцом вот эта вот стена из всяких мечтаний, желаний, наущений, каких-то посторонних мыслей, когда душа его заполнена этими мыслями, мечтаниями, желаниями, когда погружено в это все, то что это за намаз? Что это за обращение к Аллаху Субханаху ва Тааля? Если вот так мысли уводят его то в одну сторону, то в другую сторону. Знаете, о рабы Аллаха, что когда человек вот так встает для совершения молитвы, встает на намаз, шейтана охватывает огромная зависть. Потому что сейчас этот человек входит в самое великое из состояний. Он встает на молитву, обращенную к Создателю. Это самое состояние, когда человек ближе всего к Аллаху Субханаху ва Тааля. И это больше всего раздражает шейтана. Это ненавистно. Его охватывает ярость. И шейтан, он прилагает все усилия, какие возможны только. Он направляет свою конницу, направляет свою пехоту на этого человека, чтобы только отвлечь его. Чтобы он забыл про намаз. Или он отложил свой намаз. Хочет сделать все, чтобы в глазах этого человека уменьшить ценность намаза. Чтобы человек смотрел на намаз как на что-то не очень важное. Шейтан старается это сделать. Он хочет, чтобы ты пренебрег намазом. Но если у него не получилось, если ты все-таки ослушался шейтана по милости Аллаха Субханаху ва Тааля и встал на намаз, он опять не успокаивается. Ты уже в этом состоянии сейчас, и вот здесь он принимается за следующий этап. Он начинает бросать разные мысли, чтобы поставить преграду между тобой и твоим сердцем, чтобы твой намаз не совершался осознанно. Он начинает тебе напоминать такие вещи, о которых ты даже не собирался думать вообще, о которых ты не собирался вспоминать, но в намазе ты начинаешь вспоминать. И так даже часто бывает, что человек забыл какую-то вещь вообще и не может вспомнить, пытается, не может вспомнить, но именно в намазе. Шейтан делает так, что человек вспоминает об этой вещи. Для чего он это делает? Чтобы отвлечь человека от намаза, чтобы увести его от Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он стоял на намазе без сердца. Чтобы он не получил от этого намаза того, что получит человек, который устремлен к Аллаху Субханаху ва Тааля. Чтобы он лишился вот этого почета и приближения к Аллаху, которое он бы получил, если бы он совершал намаз от сердца. И получается, что такой человек, он выходит из намаза,
точно в таком же состоянии, в котором он вошел в намаз. Ничего не изменилось. Он не избавился от вот этого бремени грехов. Намаз, его предназначение, одно из его предназначений – очистить тебя от грехов, снять с тебя ношу прегрешений. Но это не такой намаз, когда сердце твое гуляет из одной долины в другую. Если это намаз беспечных, тогда не снимается ноша грехов с тебя. Далее, намаз, если он совершается со смирением, один из его признаков, что человек после такого намаза, он чувствует великое облегчение. Он чувствует отдохновение, как будто с его плеч сняли скалу тяжелую. Он чувствует такое умиротворение, такое успокоение, он чувствует такое освобождение от тягот. Так что он даже мечтает, чтобы вообще всегда только находиться в состоянии намаза, потому что такая легкость. Такую легкость дает Аллах Субхану Тааля ему в молитве. Потому что эта молитва, этот намаз для него услада очей. Потому что это рай его сердца, это наслаждение его духа, это пристанище для него. Человек как будто он в тюрьме, в тесной темнице находится, а входит в намаз и там получает этот простор. Этот человек отдыхает в намазе, а не от намаза. Он освобождается от тягот посредством намаза, а не освобождается от намаза, как некоторые говорят, давай быстро сделаем намаз, а потом будем спокойно сидеть и кушать, и разговаривать. Освободимся быстрее от намаза. Не от намаза освобождаются, а посредством намаза освобождаются от тягот. Таков был наш имам Мухаммад, сын Абдуллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорил Билялю, муаззину своему: «Я Биляль, арихна биссаля, о Биляль, доставь нам отдохновение, освобождение от тягот посредством намаза». Посмотрите, он не сказал: доставь нам освобождение от намаза, чтобы мы сделали и освободились от него. Нет, освобождение от тягот посредством намаза, отдохновение посредством намаза. И говорил пророк, алейхиссалату вассалям: «Джу'илят куррату айни фиссаля». Услада очей для меня устроена в чем? В намазе. Это наслаждение услада очей для верующего. Если вот ты достиг этой степени, по милости Аллаха, что намаз для тебя стал усладой очей, тогда ты ни в чем другом уже не найдешь вот эту усладу очей. Ты вообще жить не сможешь без намаза. Как можно терпеть эту жизнь без настоящего намаза? Только намаз, который совершается от сердца, только этот намаз поднимается к Аллаху Субхану ва Тааля. Только он является светом, и только он является доводом за человека. И только он будет принят Аллахом Субхану ва Тааля, когда ты предстанешь перед ним в судный день. Акулю хазар кауль вастагфируллах ли ва лакум.